Китайское правительство заселяет китайцев в дома ссыльных уйгуров, эксплуатируемых во внутреннем Китае как дешевая рабочая сила. По последним данным, информационное агентство Синьхуа сообщило о том, что 369 семей поселка Дярья-Бою, расположенного в пустыне Такламакан, были переселены в другие районы. С начала 2017 года правительство периодически выселяет уйгуров в новый поселок, построенный в 90 километрах от хотанской провинции Керия. В Китае заблокировали YouTube-канал PewDiePie, который смотрит свыше 100 миллионов человек. Причиной послужило видео, в котором была выражена поддержка демонстраций в Гонконге и издевательства над главой Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинем. Владелец канала сообщил, что ожидал такую реакцию китайских властей и заявил, что сожалеет о том, что теперь его видео не смогут смотреть подписчики из Китая. Несмотря на запрет полиции Гонконга, антиправительственные протесты, не прекращающиеся на протяжении многих месяцев, продолжаются и сегодня. Демонстранты, большинство из которых было в масках, заполнили улицы города. Ранее глава особого административного округа Китая Кэрри Лэм издала указ о запрете ношения масок во время митингов и протестов. Газета «Гвардиан» сообщила, что правительство Англии предприняло первые шаги для возврата в страну детей граждан, воевавших в Сирии на стороне ИГИЛ. Уполномоченные чиновники заявили, что ведутся переговоры с некоторыми организациями на северо-западе Сирии. Издание передает, что среди этих организаций может быть и Красный Крест. Пакистанские военные сообщили, что во время перестрелки на контрольной линии в Кашмире, начатой индийскими пограничниками, было убито 9 индийских солдат. Пресс-атташе пакистанской армии Асиф Гафур заявил, что индийские военные открыли огонь по мирным жителям подконтрольных Пакистану районов Джура, Шахкот и Нушехри. Гафур подчеркнул, что помимо 9 убитых солдат было уничтожено 2 убежища, принадлежащих индийским военным.